Это актуальное интервью в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В конце весны 2023 года Фонд капитального ремонта многоквартирных домов республики заключил по состоявшимся аукционам 134 договора, которые охватывают 12 районов Якутии. Как реализуется региональная программа по капитальному ремонту, поговорим об этом сегодня с гостем студии Сергеем Кировым, заместителем министра ЖКХ и энергетики республики. Сергей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Расскажите, пожалуйста, сколько домов включает в себя программа капитального ремонта общего имущества и как туда попасть? На данный момент в программу капитального ремонта включены все многоквартирные дома, расположенные на территории Республики Саха, Якутия, за исключением домов, которые признаны решением аварийными и подлежат расселению впоследствии. Также не входят в программу капитального ремонта дома, износ конструктивных элементов которых более 70%. Также не попали туда дома, расположенные на территориях населенных пунктов, которые подлежат последующему расселению. И не входят в эту категорию еще дома, по которым суммарные работы по стоимости превышают определенные нормативными актами республики. На сегодняшний день в данную программу включено 3399 домов, из них 738 домов – это деревянный жилой фонд, что составляет порядка 23% от общего. Ежегодно данные программы они меняются по заявкам муниципальных образований, то есть туда исключаются аварийные. Допустим, в данном году из данного объекта исключено из программы 147 домов деревянных и включено 32 вновь построенных. А сколько всего домов было отремонтировано в прошлом году по региональной программе за весь период реализации в целом тоже? В прошлом году, в 2022 году, всего отремонтировано по данной программе 188 домов. Улучшили свое жилищное состояние порядка 25 тысяч жителей. Всего с начала краткосрочной программы ремонтов, когда она была утверждена, это 2013 год, 1386 домов. И улучшили свое состояние, жилищное положение, порядка 150 тысяч населения. Ну, получается, прошло уже 10 лет, и 23-й год накапливает в себе очень большой опыт по реализации программы. Сейчас показатели, наверное, более чем позитивные. Ну да, конечно, опыт уже накоплен. И если раньше в прошлом году у нас было включено 188 домов в краткосрочную программу, то на данном этапе, на 23 год, у нас реализуется мероприятие по 270 домам. Как жильцы могут влиять на работы по капитальному ремонту? Они, может быть, могут контролировать качество проводимых работ? Да, конечно. Федеральным законодательством им дано право как раз-таки и участия, и мониторинга этой работы. Каким образом они его влияют? Решением собственников жилья общим. Они выбирают ответственное лицо, оно не обязательно будет от жителей помещений. Они участвуют в приемке, подписывают акты. Без этой подписи при выполнении работ подрядная организация не будет осуществлена, допустим, уже им не будет произведена оплата. А давайте перейдем от разговоров теоретических к практике. Вот, например, был недавно какой-то дом, который прошел программу капитального общего ремонта. Какие работы туда входили? Что это был за дом? Деревянный фонд или каменный какого-то года постройки? Сколько жильцов находилось в этом доме и как вообще все обстояло дело? На самом деле вообще у нас программа капитального ремонта идет по всей республике. В прошлом году это было 14 муниципальных образований. Если брать в частности определенные дома, допустим, дом Федора Попова 14/1, там жильцы прямо мониторят конкретно по ремонту крыши здания. Когда начнет подрядная организация решать вопрос данный, в таком жанре. Но имеется в виду, что не только же одна крыша включает в себя программу? Нет, конечно, несколько конструктивных элементов. Это и инженерные части, и фасад здания, и крыши, фундамент.
Мгм. В новостройках каждый застройщик обязан дать гарантию качества строительства на 5 лет. Предусмотрены ли каникулы по оплате взносов за капитальный ремонт в таких домах и на какой срок? Мгм. Да, федеральным законодательством дано право субъектам включать такое право. Застройщик действительно несет в течение 5 лет гарантийные обязательства. Согласно вот этому федеральному законодательству, в 2016 году была внесена поправка именно по взносам за капитальный ремонт. То есть в течение 5 лет собственники жилых помещений, проживающих в новопостроенных домах, не вносят. Это относится как раз к той истории, когда собственники жилых помещений в многоквартирных домах сдают деньги на капитальный ремонт и потом жалуются, что капитального ремонта в этом доме и не проводилось большое количество времени. Нет, это новостройки, это новые вновь введенные объекты, и там несет конкретно застройщик в течение 5 лет. Они изначально как построились, все сдали объект полностью, он включается в программу капремонтов, однако взносы не собираются в течение этого срока. А если мы говорим об устаревшем жилом фонде? А устаревший жилой фонд, если можно, как я уже озвучил изначально, если он не признан аварийным и он включен в эту краткосрочную программу, то нет. А вот помимо аварийного жилого фонда жильцам также часто предлагают маневренное жилье. Там предусмотрены программы капремонта? Маневренное жилье предусмотрено в тех жилых зданиях, которые именно включены в программу капитального ремонта. Именно в них. Если дом попал в программу, значит да. Вы отметили, что программа капитального ремонта идет по всей республике. В каких районах она проявляется наиболее активно? Город Якутск. А нет какой-то динамики по сравнению с северными, центральными? Северные районы, конечно же, включают. Это Ленский район, Устьянский район, Алданский, Нерюнгринский, Жиганский. Все районы можно перечислить. Везде идет определенная динамика. Но здесь же еще складываются и условия климатические. Например, проводить капитальный ремонт условно в Жиганском районе гораздо труднее, нежели в Нерюнгринском. В Жиганском районе только в части завоза может быть материалов, но это предусматривает уже после заключения договора подрядная организация самостоятельно выстраивает логистику и в сроки выполняет работы. Давайте поговорим о сроках проведения капитального ремонта. Как узнать о сроках в многоквартирном доме и может ли случиться такая история, что ремонт начинается в жилом доме раньше срока? По срокам капитального ремонта всегда можно узнать на сайте фонда капитального ремонта, в поисковике найти свой дом. А также можно узнать в краткосрочной программе ремонтов, это на сайте Министерства ЖКХ. А бывает ли так, что, например, позже определенного срока начинаются работы? Вот я захожу на сайт, смотрю, что такого-то числа в моем жилом доме проводится капитальный ремонт, но работники к своим обязанностям еще не приступили. У нас есть определенный график, как только с подрядной организацией заключается договор на проведение ремонта, у нас там указан год, когда должен начаться. В течение этого года должны выполниться все виды работ. Либо это разделение идет на 2-летний период. А жильцы, например, могут посодействовать или каким-то образом ускорить, перенести дату капремонта? Да, могут они перенести данный перенос именно осуществить на более ранние сроки, но для этого необходимо финансовое обеспечение, чтобы было. Это одно из условий. Туда включает несколько факторов. Первое – это обследование муниципальным образованием, чтобы они приняли решение, что действительно да, данный дом необходимо включить в первоочередную очередь. Также необходимо решение собственников жилья о том, что они согласны с тем, что данный дом будет ремонтироваться раньше. Также необходимо регламент муниципального образования о софинансировании и готовность самого муниципального образования оказать софинансирование. А жильцы многоквартирных домов чаще вносят деньги в фонд капитального ремонта или оставляют средства на своих личных счетах? Фонд капитального ремонта. А почему случается именно так? Получается, что доверие больше, чем, например, товарищество собственников жилья? Нет, просто у них касса
находится как бы прием, и контроль ведется таким вот образом. А там, где товарищ, ну, собственники жилья идут, ну, фонд уже непосредственно с ними взаимодействует. По каким критериям определяется очередность проведения капитального ремонта в многоквартирных домах? Здесь есть какой-то метод, возможно, географии? Здесь не вопрос о географии, а вопрос больше технического состояния. Допустим, там такие параметры идут, как когда объект введен в эксплуатацию, когда проводился последний технический ремонт. Ну, это два основных показателя, по которым они определяются. Ну и исходя еще также из самого технического состояния объекта. И в завершении нашей беседы еще один вопрос. Если жильцам не нравится, как был проведен капитальный ремонт, они сомневаются в качестве проведения этих работ, могут ли они куда-то подать жалобу и сделать так, чтобы работы были переделаны в какое-то кратчайшее время? Да, конечно. По данному вопросу фонд капитального ремонта несет в течение 5 лет гарантийные обязательства за проведенные работы подрядной организации. То есть гражданину необходимо подать в фонд капитального ремонта заявление. На основании этого заявления будет собрана комиссия и произведено выездное обследование. В случае выявления действительно каких-то дефектов в проведении ремонтов будут, соответственно, подготовлены документы и направлены в адрес подрядной организации с указанием сроков, в какие сроки они должны их устранить. Ну что ж, благодарю вас, Сергей Владимирович, что нашли для нас время. Более-менее стало понятно из беседы нашим зрителям про капитального ремонта программу. И, возможно, многие сделают для себя сегодня необходимые выводы. Спасибо. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире.